По результатам проверки прокуратуры Калининского района города Чебоксары жителям многоквартирного дома по улице Ашмарина обеспечена подача горячей воды надлежащей температуры. Прокуратурой Калининского района города Чебоксары в ноябре 2020 года на основании поступивших обращений жителей южного поселка столицы о низкой температуре горячей воды после начала отопительного сезона проведена проверка исполнения жилищного законодательства управляющей компанией. Установлено, что температура горячей воды в отдельных жилых помещениях многоквартирного жилого дома по улице Ашмарина города Чебоксары едва превышала плюс 50 градусов по Цельсию, при нормативной температуре не менее плюс 60 градусов по Цельсию. Причиной предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества явилось непринятие должных мер управляющей компании по подготовке инженерных систем к работе в зимний период. В целях устранения нарушений прокуратурой района в адрес руководителя организации внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. А в отношении главного инженера возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». В настоящее время, после прокурорского вмешательства, выявленные нарушения устранены. В доме обеспечено предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. Кроме того, осуществлен перерасчет платы за коммунальные услуги за период их предоставления с нарушениями требований закона. Прокуратура Янтиковского района требует привести в надлежащее состояние детские игровые площадки. Прокуратура Янтиковского района по обращению местных жителей проведена проверка соответствия установленным требованиям детских игровых площадок на территории Яншихово-Нарвашского сельского поселения. По результатам проверки выявлено нарушение федерального законодательства, выразившееся в неудовлетворительном содержании элементов детских игровых площадок, выцветание покрасочного слоя игрового оборудования, наличие шероховатостей и сколов на поверхности игрового оборудования, способных нанести травму ребенку, отсутствие ударопоглощающего покрытия по всей зоне приземления, необходимого для предупреждения травм при падении детей с игрового оборудования. Кроме того, выявлен факт складирования мусора рядом с одной из площадок, расположенной около дома 64 по улице Московской, а также размещение лома металла на детской площадке рядом с домом 66 указанной улицы. В целях устранения выявленных нарушений и обеспечения безопасного пользования детскими площадками прокуратурой района в адрес главы сельского поселения внесено представление. Прокуратура Чувашии направила в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, получивших доход от незаконного проведения азартных игр на сумму более 25 миллионов рублей. Прокуратура Чувашской Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 участников организованной преступной группы. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 171.2 КА РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере». Частью 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, полученных преступным путем». По версии следствия, в период с сентября 2018 года по февраль 2019 года 4 злоумышленников, жители городов Чебоксара и Новочебоксарска, незаконно организовывали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования в арендуемых нежилых помещениях, расположенных на территории Ленинского района города Чебоксары. В результате незаконных действий участниками группы был извлечен доход на общую сумму более 25 миллионов рублей. Кроме того, с целью придания видимости законности получения денежных средств, обвиняемые путем совершения различных финансовых операций совершали действия по их легализации. В ходе предварительного следствия было изъято незаконно использовавшееся игорное оборудование. Производство по делу проведено Следственным управлением СКР по Чувашской Республике. Материалы уголовного дела направлены прокуратурой в Ленинский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу. Вынесен приговор в отношении супруги осужденного депутата по факту воздействия на присяжных в ходе рассмотрения уголовного дела. Прокуратура Чувашской Республики поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жительницы города Чебоксары. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 294 УК РФ «Воспрепятствование осуществлению правосудия». В судебном заседании установлено, что подсудимая в один из дней ноября 2019 года в период рассмотрения в Московском районном суде города Чебоксары при участии присяжных заседателей уголовного дела по обвинению ее супруга в совершении особо тяжкого преступления умышленно встретилась со старшиной присяжных заседателей по месту его работы. В ходе общения она убеждала его в необходимости вынесения оправдательного вердикта и предоставила ему флеш-карту, на которой, по ее мнению, содержались доказательства невиновности подсудимого. Последующим приговором суда, постановленным на основании вердикта присяжных заседателей, ее супруг, являющийся депутатом городского собрания депутатов, признан
признан виновным в организации незаконного собирания сведений о частной жизни лица и организации покушения на убийство по найму с назначением наказания в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. С учетом данных о личности виновной, состоянии ее здоровья и наличия на иждивении 4 несовершеннолетних детей, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил. Данные предоставлены пресс-службой прокуратуры Чувашской Республики. Читал Павел Демин.